Вот я ранее озвучивала про автомашины, которые закупил Минздрав. В свою очередь, ознакомившись с некоторыми документами, выяснила, что, оказывается, правительство обратилось во Всемирный банк с просьбой о финансировании помощи сектору здравоохранения для улучшения качества медицинской помощи. Министр утверждал, что Всемирный банк внес в план закупки дорогостоящих автомашин еще до его прихода, и отказаться от этой покупки уже было невозможно, так как план закупок уже был утвержден. А теперь министр дает уже пояснение, что закуп дорогостоящих джипов на сумму $100 000 была инициирована фондом ОМС при правительстве Кыргызской республики и Министерстве здравоохранения КР в начале 2018 года и в связи с расширением проекта на все 64 районных больницы. Получается, что Всемирный банк закупил машины по своей инициативе, и министр не хотел, но Всемирный банк его уговорил. Средства проекта ФОР по Минздраву предусмотрены в республиканском бюджете по спецсредствам и бюджете ФОМС. И именно Минздрав принимает политическое решение и несет ответственность при осуществлении закупок и проведении тендеров в рамках проекта ФОР. В связи с чем у меня возникает вопрос, каким образом министр, принимая решение о покупке себе дорогостоящей машины, собрался улучшать качество медицинской помощи? Налицо факт злоупотребления должностным положением и нецелевое, неэффективное использование выделенных грантовых средств. Ведь автопарк Минздрава содержит 40 автомашин. Не исключаю, что там и автопарк районных подразделений, но хочу остановиться на автомашинах, закрепленных за Минздравом. Это Toyota Land Cruiser 2008 года объемом 4 куба, Toyota Land Cruiser Prado 2013 года объемом 2,7, Nissan Patrol 2008 года объемом 4,2, Lexus 470 объемом 4,7 и все автомобили и джипы немаленьких кубов. На данные автомобили заливаются ГСМ из бюджета ведь. У меня вопрос другой. Почему на сегодняшний день купленные за форовские средства внедорожники 2018 года, на котором ездил министр, после того, как стало известно широкой общественности, теперь вдруг был передан в гараж аппарата правительства? Его теперь списали? Можно так назвать? Прошу дать протокольное поручение, почему до сегодняшнего дня не выяснены правоохранительными органами целесообразность и обоснованность покупки этих автомобилей. Почему министерство в целях рационального использования не выделило свои автомобили в регионы? Вообще я требую закрепить протокольным поручением, что необходимо проверить целевое эффективное использование грантовых средств и гуманитарной помощи в целом Министерстве здравоохранения за последние годы. Кто и когда в нашей стране вообще понесет ответственность за неэффективное использование грантовых средств? Рахмат.